От идеи к реальным шагам. Благотворительный фонд Акзара представил программу реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья Агубзера. Круглый стол собрал представителей власти, бизнеса, общественных организаций и самих участников проекта. Главная цель не только рассказать о программе, но и объединить усилия для ее дальнейшего развития. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо вам, что вы нашли время прийти. Для нас это действительно очень важно. Мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о теме, которая касается качества жизни людей с ограниченными возможностями и их возможности быть частью общества. Проект Агубзера – это комплексная программа реабилитации. Она включает медицинское восстановление, психологическую поддержку и социальную адаптацию. Направлен на создание условий для максимального восстановления и адаптации инвалидов в общество. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на физическую и социальную реабилитацию. Наш проект предоставляет собой важный вклад в улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями и их успешную интеграцию в общество. Фонд представил не просто идею, а уже работающий проект. Его основа – 21-дневный курс с проживанием, питанием и ежедневными занятиями лечебной физкультурой. Первые подопечные из разных районов республики уже прошли этот маршрут. 21 день – это нормальный период, чтобы вот немножко восстановить свои силы, в полном смысле этого слова понять, что нужно в этой жизни. И помимо этого, конечно же, свои проблемы решать сообща. Вот когда вот они друг друга вместе, они друг друга дополняют. Я даже уже не знаю, кто им больше нужен, я им и они мне. Вот настолько они влились в это вот наш как бы вот быт. Ребята приходили ко мне, я не знаю, трое человек на этот раз. Я думаю, что этот проект будет продолжаться дальше. Кто-то был из Ачамчири, кто-то был из Гудауты, но сам факт то, что они получили максимум того, что они хотели получить. И есть возможность такое продолжение, а продолжение, как я понял, будет. Будет это очень здорово. По словам организаторов, проект держится на 3 составляющих – работе фонда, участии специалистов и поддержке бизнеса. Партнеры берут на себя вопросы проживания и питания, позволяя сосредоточиться на реабилитации. Однако для того, чтобы программа стала постоянной, необходима дальнейшая финансовая поддержка проекта. Партнеры, да, это вот руководство гостиницы Тарсухум, руководство столовой «Сели поели». Все наши друзья, никто не отказал, все поддержали для того, чтобы наши ребята, наши подопечные проживали там и проходили в 100 метрах от гостиницы, как бы в ассоциации «Два содействия» курсы по ЛФК. И этот проект будет продолжен. Этот проект будет действовать с октября по май. А дальше уже как бы мы пишем проект, и мы написали уже проект, у нас готовый проект на прохождение реабилитации 60 человек. 60 подопечных фонда Акзара будут иметь возможность пройти 3-разовую годовую реабилитацию в течение года. И как бы эта сумма, конечно же, 4 миллиона. Вот, мы найдем эту сумму и реализуем данный проект. Участники программы подчеркивают, что реабилитация должна быть постоянной, иначе достигнутые результаты просто теряются. Мы об этом проекте мечтали очень долго времени. Я сам лично занимаюсь реабилитацией с 2021 года. И, конечно же, я получаю массу результатов от этой реабилитации. И эту реабилитацию мы должны проходить в год 3-4 раза, и чтобы это было постоянно, потому что сами же ребята чувствуют улучшение от этой реабилитации. О необходимости системного подхода говорят и представители общественных организаций. Без полноценной реабилитации невозможно дальнейшее трудоустройство и интеграция.
До того, как обеспечить необходимым условиям тому или иному подопечному Акзара и не только, в плане трудоустройства, конечно, он или она должны пройти достойную реабилитацию. Это очень и дорогостоящие программы, это очень сложно. Хотелось бы здесь, и все мы озвучили, что нужен более такой системный подход, и мы поддерживаем этот подход. Мы видим очень хорошие результаты своих проектов. Мы видим, что бизнес отвечает на потребности не только в плане каких-то краткосрочных проектов. Мы, работая со средним и малым бизнесом, видим, что они готовы поддержать ребят в плане трудоустройства. И даже нам говорят о том, что без ваших каких-то грантов мы готовы принять на работу ребят. Но опять-таки те семьи, ребята, которые годами находятся с этими проблемами, там много очень проблем и социальных, и психологических, и довести ребят именно до момента периода трудоустройства здесь нужно проделать огромную работу. Поддержку проекту выражают и представители власти. Спикер Сухумского городского собрания Дмитрий Ося отметил востребованность подобных инициатив. Вижу их работу на протяжении нескольких лет, вижу, насколько много сил тратится на реализацию всех этих проектов. К сожалению, государство не может сегодня в полной мере покрывать всю ту необходимость, которая есть в нашей республике. Но со своей стороны мы тоже в рамках местного бюджета стараемся какие-то хотя бы небольшие вещи помогать, но без таких усилий, которые делает Тимур и вся команда Акзара, было бы невозможно реализация таких проектов. Хотел бы искренне поблагодарить их, потому что это и для города, и для страны очень большой и нужный объем работы. Круглый стол, организованный фондом Акзара, стал не просто площадкой для дискуссий, а реальным шагом к расширению программы Агубзиера. Авторы проекта уверены, объединение ресурсов государства и бизнеса позволит создать в Абхазии устойчивую систему, где специалисты будут работать в каждом районе. Ведь своевременная реабилитация – это не роскошь, а базовое право на полноценную жизнь, которое должно быть доступно каждому вне зависимости от диагноза. Заур Кварджия, Торник Амичба, Абазатовы.